Смотрите сегодня в выпуске. Фигурантам бахчисарайского дела Хизбут Тахрир продлили арест еще на месяц. Все решения абсолютно под копирку. В результате столкновений в Одессе задержали 20 человек. Чей Крым? В какой битве? Украинские националисты объявили о бессрочном блокировании Сбербанка в Киеве. Добрый вечер. 10 апреля, 1138 день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Фигурантам бахчисарайского дела Хизбут Тахрир продлили арест еще на месяц. Об этом сообщил адвокат одного из подсудимых Эмиль Крубединов. Заседание проходило в закрытом режиме. Никого, кроме обвиняемых и защитников, не допустили. В мае прошлого года ФСБ провели обыски в домах нескольких крымских татар. В результате Зеври Апсиитова, Римзи Меметова, Рустема Абельтарова и Энвера Мамутова задержали и обвинили в участии в запрещенной в России террористической организации. Длительное время мы наблюдаем абсолютную шаблонность как представленных доказательств, якобы, которые представляет следствие и прокуратура, так и судебных решений. Нас никто не слышит, я имею в виду защиту и самих обвиняемых. Наши доводы никогда не принимаются. Все решения абсолютно под копирку. Ничего не изменяется на протяжении уже 11 месяцев вот по этому только делу. В результате столкновений в Одессе задержали 20 человек. Во время акции по случаю 73-й годовщины освобождения города от нацистов активисты патриотических организаций подрались со сторонниками русского мира. Националисты утверждают, что полиция никак не реагировала на антигосударственные призывы украинофобов. Позже задержанных освободили. Чей Крым? Где победили? В какой Чей Крым? битве? В какой битве? Российский Крым. Супер. Кого? Одесса, вставай! Бандеру прогоняй! Одесса, вставай! Бандеру прогоняй! Одесса, вставай! Бандеру прогоняй! Украинские националисты объявили о бессрочном блокировании Сбербанка в Киеве. Несколько десятков активистов собрались под стенами центрального отделения, установили палатки и требуют закрытия всех российских банков в Украине. Подробности в сюжете. Возле центрального офиса Сбербанка России построились нацгвардейцы. Напротив них активисты национального корпуса блокируют здание банка. Сергею Филимонову 22. Когда началась война на Востоке 3 года назад, пошел защищать целостность Украины. Уверяет, патриоты на Востоке отдают жизнь, охраняя мир, в то время как в Киеве процветает банк агресора. Сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб продовжити нашу справу. Ми за те, щоб цей банк закрився і він не мав ніякої діяльності на території України. І ми будемо добиватися, щоб ліцензію цього банку забрали. Несмотря на блокирование, банк свою работу не прекращает. Сотрудники свободно заходят и выходят из здания, но общаться с журналистами не хотят. Активисты установили палатки. Десь акція взагалі всеукраїнська, тому у нас не вийшло підтягнути максимальну кількість людей сюди, тому що акція відбувається по іншим містам України. Ну, поки що трішки мало, але це початок. Акція почалася лише 2 години тому. Ми сподіваємось, ми впевнені в тому, що під вечір, завтра, післязавтра людей буде більше, і ми все-таки будемо більш масштабно вже тут стояти і все-таки доведемо почати справу до кінця. Ми вимагаємо від нашої держави, конкретно від Національного банку України, забрати ліцензію у всіх банків, які мають будь-яке фінансування, мають будь-яке відношення до фінансування сепаратизму і до фінансування Російської Федерації у нас в Україні. На фейсбук-странице партии «Национальный корпус» акция блокировки Сбербанка объявлена бессрочной. Алексей Шандра, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Бессрочная акция по блокированию Сбербанка продолжается и в Харькове. Местная полиция пыталась оттеснить националистов. Пострадал полицейский, его госпитализировали с ожогами обоих глаз. По его словам, ему в лицо распылили газовый баллончик. Утром активисты обклеили листовками и замуровали вход в здание Харьковского отделения Сбербанка.
Председатель Национального банка Валерия Гонтарева уйдет в отставку 10 мая. Об этом она официально заявила на брифинге. Согласно законодательству, отставку главы НБУ должен согласовать президент и проголосовать Верховная Рада. Гонтарева подчеркнула, что никаких изменений в составе правления Нацбанка в ближайшее время не произойдет. Я подала президенту України офіційну заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року. Якщо Верховна Рада проголосує за моє звільнення раніше цього часу, то я піду з цієї посади раніше. Комиссия по энергетике отменила абонплату за газ. Национальная комиссия государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг обещала доработать свое решение и провести дополнительные консультации с Кабинетом министров. С 1 апреля украинцы должны были бы ежемесячно платить сумму независимо от фактического объема потребления, которая начислялась бы в соответствии с типом газового счетчика. Согласно меморандуму МВФ, Украина пообещала ввести абонплату за газ до конца июля этого года. Ми наше рішення, яке прийняли і мало застосовуватись з 1 квітня, повністю змінюємо. Скасовуємо. Це ідентичні речі. Юридично воно, можливо, інакше називається, але відбудеться скасування рішень, вони не будуть застосовуватись і для жодного українця підвищення не відбудеться. Украинские националисты сорвали написание тотального диктанта в Киеве. Это традиционный ежегодный экзамен по русскому языку, который в этом году должны были писать в 72 странах мира. Активисты заблокировали Киевский Российский центр науки и культуры, где должна была состояться в том числе и конференция по нацменьшинствам. Подробности в сюжете. Несмотря на дождь, эти мужчины пришли в центр, чтобы проверить уровень знания русского языка. Дмитрию Скворцову 50, говорит, что живет в Киеве. Однако его профиль в Фейсбуке свидетельствует о другом. Место жительства – Санкт-Петербург. Охотно дает интервью, Крым называет Тавридой, а Украину – русским миром. Вы хотите, чтобы здесь был русский мир? Я хочу, чтобы здесь был русский мир. А здесь и так русский мир. Это русский мир. Мужчины зайти в русский центр не решаются. Здание заблокировали украинские активисты. Зашли во двор. Здесь их встретила полиция. Двери русского центра закрыты. Взять комментарии не удалось. Всі вопроси по сайту, там телефончик є, созванюйтесь. А їх немає тут? Вони є, але вони зайняті. Активисты считают, что во время войны с Россией писать русские диктанты и пропагандировать русский мир в украинской столице недопустимо. Забрали спочатку Крим, далі вони розв'язали війну на Донбасі. І наразі вони готують плацдарм тут, в Києві, сепаратизму через культурні заходи. Дозволяти працювати такому, не знаю, як правильно його навіть назвати, в Києві, в самому центрі Києва, я вважаю, що це неприпустимо. Вони зараз намагаються все повернути в стан 2014 року, тільки без Криму, і без Донецька, і без Луганська. Намагаються таким чином повернути отут, начебто, конструкт, який був створений Путіним. Україна – хороший сусід, але тепер без Крима і Донецька, і Луганська. Около часа активисты находились во дворе русского центра, затем вышли. Охрана культурного центра ворота закрыла. Желающих написать русский диктант предупредить не успела. Вы считаете, Россия аннексировала Крым? Это слово мне не нравится, честно говоря. Какое вам нравится? Ну, как вернули. То есть вы не признаете, что Крым – это Украина? Поэтому я же говорю, вернули Россию. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Вскоре на Facebook-странице Россотрудничества появилось сообщение: в Киеве тотального диктанта не будет, правда, с ошибкой. Украинские активисты, в свою очередь, включили гимн Украины. Эльвина Седулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. «Их тело, их дело». Под таким лозунгом в Киеве состоялась акция протеста против запрета абортов. Поводом для акции стал соответствующий законопроект, зарегистрированный в парламенте в конце марта. Активистки восприняли эту инициативу как вмешательство государства в выбор женщины и заверили, что это приведет к средневековому мракобесию и диктатуре тоталитарных режимов. В том, что они имели в виду, разбиралась Лидия Полянская.
Суббота – площадка перед зданием украинского парламента. Более 50 активистов, преимущественно женщин, устроили мирную акцию протеста. Требуют от нардепов отозвать законопроект, по которому прервать беременность можно будет только по медицинским показаниям или в случае изнасилования. В семье Ксении хорошо знают, что такое аборт. На акцию девушка пришла требовать разрешить женщинам распоряжаться собственным телом. В моей семье женщины делали аборты в большом количестве, к сожалению. Запрет абортов – это очень опасное и крайне негативно скажется, в принципе, на всех украинских женщинах. И это приведет к огромному количеству увеличения подпольных абортов. Одним из главных аргументов протестующие называют вероятность возвращения варварских способов аборта. Для наглядности принесли вешалки для одежды. Именно с помощью этого приспособления в советское время прерывали нежелательную беременность. Конечно, легко быть богатым мужиком, сидеть у власти и говорить нам: да, девушки, не делайте аборт, говорить что-то о демографии. Да это же смешно. Пусть они посмотрят, как мы живем. Разве нам легко живется? Хорошо. Они нам будуть допомагати ростити тих дітей, якщо вони родяться? Ні. Як показує досвід інших країн, де аборти були або заборонені, або частково обмежені, абсолютно точно статистика демонструє зростання. По-перше, це смертності жінок, які, роблячи нелегальний або підпільний аборт, вони гинуть. Або вони отримують хвороби внаслідок занесення інфекцій до їхнього організму. Окрім цього, можна спостерігати абсолютно таку велетенську хвилю дитячої смертності. Причому це дитяча смертність, яка? Діти втоплені, викинуті, покинуті і так далі. То що гуманніше – народити і втопити, чи зробити аборт? Законопроект о запрете абортов инициировал депутат от блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов. Он вступит в силу при условии, если большинство украинских нардепов поддержит законопроект. Лидия Полянская, Адам Сейдалиев, Заман, АТР. День крымско-татарской журналистики отмечается 6-й год подряд. Именно 10 апреля 134 года назад вышел первый номер газеты «Терджиман». На ее страницах освещали политическую, экономическую и культурную сферы крымско-татарского народа. Ее автором и главным редактором был известный культурный и общественный деятель Исмаил Гаспринский. Сейчас в оккупированном Крыму на крымско-татарском языке издаются газеты «Хрым», «Авдет» и «Яңа Дунья», а также журнал «Йылдыз». В Киеве после оккупации полуострова появились телеканалы АТР и Ляле, а также радио Мейдан, вещающие на крымско-татарском языке. Вечер памяти крымско-татарского поэта, переводчика, заслуженного деятеля искусств Украины Юнуса Кандыма состоялся в Киеве. Организаторами выступили общественная образовательная платформа Q-Hub. Гости читали его стихи. Кроме языка оригинала, звучали и переводы на украинский Миколы Мирошниченко. Он был близким другом Юнуса Кандыма. На вечер памяти пришла его жена Лариса Мирошниченко. Среди приглашенных гостей на литературный вечер были крымско-татарские политические и культурные деятели. Лиш камінь вирве із гірського брану, і вже з ним інші кам'яним бурами, що заглушає мене і рядки Корану. Но відкіля цей страх. Це Крим, це просто ціла історія, тому що у Юнуса, Юнус це по суті була еліта, да? Я приїхала, я не знала, татари, кримські татари, хто це? І потім, там організовувались виставки художні, ми їздили в Бахчисарай, спілкувалися з поетами. Я подивилася, яка це висока культура. Думаю, что мы будем проводить такие систематические мероприятия, проекты, посвященные другим нашим авторам. Нам сейчас важны персоналии, которые сближают нас с государством, в котором мы живем. И Юнус Кандым именно олицетворение вообще голоса крымско-татарского возрождения на свою родину, возвращения. На этом пока все. Смотрите следующий выпуск «Заман» на украинском языке в 20:00. После небольшой паузы эфир продолжат Осман Пашаев и Оксана Денисова. Тема программы «Бугун» – общественное вещание. Всего доброго. Будьте с нами.